Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Политика» с Георгием Яланжи. Она выходит на моем YouTube-канале. Сегодня я буду беседовать с кандидатом на пост Башкана Гагаузии Иваном Боргуджи. Иван Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы первый человек, с которым я уже во второй раз беседую в этой студии. Немногим более месяца назад мы с вами беседовали, обсуждали текущую политическую ситуацию в Гагаузии. И вдруг вы принимаете решение баллотироваться на пост Башкана. Скажите, долго ли вы думали над этим шагом? И, в принципе, зачем баллотируетесь, если знаете, что есть явный фаворит этой гонки? Или не являетесь ли вы спойлером кого-то? Или, извините за резкий вопрос, может быть. Да нет, нормально, надо любые вопросы задавать. Понимаете, я не хотел, на самом деле, не хотел баллотироваться. На самом деле это возникло из той ситуации, решение баллотироваться возникло из той ситуации, которая сложилась у нас в Гагаузии. Когда мне говорят, я слышу, и шепотом говорят, не передавай вот это, что любыми путями сделать, чтобы выборы в Гагаузии не состоялись, чтобы выхода не было. Для меня это дико, понимаете? Что будут потом призывать бойкоту выборов, что, в принципе, мы сейчас наблюдаем, но я, когда принимал решение, во всяком случае, об этом официально не говорили, явно не говорили. Просто в кулуарах разговоры шли и так далее, что ведется представителями Девлета такая работа и так далее. И поэтому я считаю, что это неправильно. Для меня это дико, что мы будем бойкотировать выборы в один из ключевых органов власти автономии. Я понимал бы, если бы мы бойкотировали выборы, допустим, парламент Республики Молдова, где у нас было основание бойкотировать его, когда нам не дали политическую квоту в парламенте Республики Молдова, представительство с правом вето. Я это понимаю, потому что об этом что идет разговор и так далее. Но когда мы выступаем за бойкот выборов одной из ветвей власти автономии, то мы практически выступаем за ликвидацию автономии. Для меня это дико, потому что я практически все сделал, чтобы у нас государственность состояла. Я не хочу как-то, чтобы это не звучало, как будто я хвастаюсь или что-то мне, но фактически больше всех пострадал в этом. На мою долю вышло больше всего, чтобы мучений там. Мы об этом говорили в прошлой программе. Да, поэтому я принял для себя решение, я не позволю. Одним из моментов было так, что мы в последний день возьмем и снимем кандидатуру, оставим госпожу Влах одну, а по закону Гагаузии выборы могут состояться только на альтернативной основе. Я про себя подумал. Откуда у вас такая информация, что все снимут свои кандидатуры? Так я же вам перед этим говорил, почему я принял решение. Что приходят, говорят, вот был такой разговор, смотри, вот такой, тихоря разговаривает. Если об этом идут тихо разговоры, что будут бойкотировать, а потом это стало явью, то я про себя думал, надо сыграть на опережениях, вот конем сделать. Буду баллотироваться, буду выступать, но во всяком случае, если не выиграю, то не дам, чтобы опозорили Гагаузию, чтобы выборы не состоялись. Вот это было мое решение. Я хочу сказать, что тот, кто призывает, Неиковичем, там другие, вот я вчера радио слышал, да, тот, кто призывает к бойкоту выборов, они не могут понять, до конца не объясняют. Ведь бойкот, не выход 30 июня, к примеру, на выборы, не означает полностью все. Будет через 2 недели повторное голосование. Если и тогда не будет, то не народное собрание, а ЦИК не назначит новые выборы уже назначит. Надо читать избирательный кодекс. Нравится это Догло или не нравится, нравится это Неиковичину, не нравится Боргуджи или нет, но закон прописан четко, и закон надо будет исполнять. Черным по белому написано, и каждый шаг. Единственное, мы что сделаем, это мы потратим деньги. И очень приличную сумму денег мы потратим на это. Это еще один момент, я думаю, что это преднамеренно говорится, что вот высказывается экс-Башкан Гагаузии, но нет понятия экс-Башкан Гагаузии. Башкан Гагаузии, согласно закону,
исполняет свои обязанности до принесения присяги вновь избранным башканам. Есть на данном этапе действующий башкан Гагаузии приостановила свои полномочия. Это не экс-башкан, когда бывший башкан. Она приостановила свои полномочия. Предположим, как сейчас представители Девлета призывают, что чуть ли не в истерии, бойкот. Предположим, что люди не выйдут, 50+1 не выйдут. Потом вторично не выйдут. Выборы назначат через 3-4 месяца, ЦИК назначит, так? Башкан будет исполнять свои обязанности башкана. Будет работать, когда назначат выборы, ЦИК назначит выборы, она то же самое будет иметь право опять собрать подписи, баллотироваться. И я буду иметь, и Чимпаеш будет иметь, и все другие, кто... Любой желающий будет иметь право. Вот я чуть-чуть отвлекся, но, в принципе, это надо объяснить, потому что жителям практически туфту начинают гнать, что вот бойкот и все будет. Да вы подумайте мозгами, а не другим местом. Подумайте, что дальше-то будет. Потому что как таковой бойкот я не могу понять. Они то собрали, сначала говорили, что собрали 22 тысячи подписей, потом 11. Вчера Нейковчин объявляет, что 15 тысяч. Они, думаю, что вообще ни черта не собрали. Просто те, которых они пригоняют на съезды, вот Николай Макарович Стоянов возмущался у них на съезде, втором съезде Девлета. Не голосовали даже члены организации. Кто приходил к ним. Так они же мне же говорят, о чем мы боимся просто, что нас выгонят с работы. Мы когда зайдем, мы знаем, что... Поэтому я сомневаюсь, что у них есть столько, сколько будет... Это игра все. Сколько они говорят, что вот за нас. Но не бывает так. Я чуть-чуть отвлекусь и скажу еще одну вещь, что спекулируют на избирательных списках и так далее, да? Но не читая закон. Я вообще поражаюсь этому, это такой спекуляции. Ну, вот нужно взять регистр, так почитайте закон. В нашем кодексе написано, что наши списки избирательных состоят из двух видов. Основные списки и дополнительные списки. В основные списки включаются лица, которые на день объявления даты выборов проживали на территории Гагаузии. Так? Иван Георгиевич, как было до сих пор? Как выбирали башканов? Всегда по каким так же, спискам? Всегда по таким, так же, как и точно так же, как сейчас. А с какой стати Послушайте, вдруг я объясняю, этот вопрос почему. поднимается Вот смотрите, мы взяли, когда разрабатывали кодекс, да, мы же не взяли новое что-то. Мы взяли, перенесли с законов, действующих всех законов, что такое кодекс? Собрали все законы вместе единый. Мы перенесли, так же избирали и Формузала, и Крайтора раньше, и Табунщика. Точно под таким же... То есть с 95-го года действует один и тот же механизм? Один и тот же механизм, один и тот же метод. Основные списки, дополнительные списки. Это вот сейчас просто паранойя какая-то. Я думаю, что если вы проанализируете Девлет, второй съезд Девлета, как выступали, да, обратите внимание, все обращались к Николаю Карловичу Дудоглу, что не надо баллотироваться, потому что сейчас мы проиграем, вы проиграете. Так получается, что они боятся, что проиграют в честной борьбе. И из-за этого вот мы объявляем, вот мы поменяем ЦИК, но подождите, ЦИК же меняется не по воле Бургуци, или по воле Дудогла, или по воле Девлета, или так далее, или ЧМПШ. ЦИК так не меняется. Есть процедура. Когда я вчера слышу, господин Нейковчин врет как сивый мерин, хоть вроде бы нормальный человек, я думал, нормальный он, врет как сивый мерин, точно. Потому что говорит, что с 17-го года нелегитимных ЦИК. Послушай, в законе четко прописано, что если ЦИК состоит из 3 компонентов: представителей Народного собрания, исполкома Гагаузии и судебных инстанций. Если одна из этих компонентов посчитает своих представителей, что они что-то нарушили конкретно, да, она обращается в апелляционную палату, чтобы их сняли. Не она снимает их с гонки, не отзывает. Она просто обращается. В 2017 году Народное собрание посчитало нарушение, не указало конкретное, что там Челак, Крайтор и Казанжи, да? Не указав конкретно, кто нарушил, они оптом сказали, дело что еще находится в суде. Дело прошлое. Но они обратились в апелляционную палату. Апелляционная палата еще не приняла никакого решения по этому. Она не приняла. Следовательно, члены ЦИК работают, и они не бывшие, они
Они легитимные. И почему тогда обманывать людей, говорить, что с 17 года нелегитимный ЦИК? Это же вообще Иван бред Георгиевич, сумасшедший. Иван Георгиевич, я позволю себе обратить ваше внимание на один факт, что во время парламентских выборов этого года окружной совет Камрата состоял тоже, руководителем там был член движения Девлет. Тогда Девлет назвал окружной совет, почему-то считал его легитимным, а сейчас вот когда ЦИК им не подконтролен, они считают, что он незаконный. Да дело в том, что они хотят так же сделать, чтобы был подконтрольным им. Но это им не помогло на парламентских выборах? Слушайте, и не помогло, и не поможет. Но посмотрите, что творится. У нас фактически захваченным является ГРТ, общественное телевидение и радио. Потому что вот у меня сосед говорит, да что такое же, 5-й день подряд одни и те же морды там. Я хочу новости слушать, они выступают. То же самое радио, смотрите, только одна общественная организация выступает. А что, народное движение Гагаузского не может? Мы тоже проводили совет, тоже 19-го было расширенный совет. Мы тоже могли объяснить, выступать. Что мы не можем? Почему только одна общественная? Значит, они не признают, что они захватили радио, телевидение, наглую притом захватили. И продолжают, потому что тот же председатель наблюдательного совета сейчас партию организует и так далее, а в законе написано, что не могут выступать они никуда, не могут политической деятельностью заниматься и так далее. И что получается? Нарушение? Захватили. Они то же самое ЦИК хотят. Вот мы сменим ЦИК, будут наши, мы сфальсифицируем и так далее. Ну, это сказки. Иван Георгиевич, давайте вернемся к выборам. Вернемся. Выборы — это всегда денежные расходы. Это аренда помещений, транспортные расходы, печатная продукция. Вы откуда берете финансы? Господи, это, конечно, большие... Но, слава богу, я должен сказать Николаю Семеновичу спасибо, что офис Гагаузского Халкема мы арендуем скромную сумму. У меня штаб находится в офисе Гагаузского Халкы, а он находится с левой стороны бывшего универмага, наш офис. Так что кто хочет, пусть приходит. А то Нейковчин, Василий Нейковчин, прикрываясь псевдонимом Сергея Саргирова, у него много Нейков там, боится в открытую говорить. Поместил фотографию Бургазы, где офис находится помещение исполкома и народного собрания. Ну, бред. И главное, это пускает, обманывает же людей. Конечно, человек привык, наверное, к этому, он не может без этого. Как Геббельс, он привык к райкому партии, работая в идеологическом отделе, привык врать, лгать. У него уже это как воздух, ему не соврет, он даже дышать не может. Иван Георгиевич, я читал ваше обращение, которое вы написали от имени движения Гагаузской Халкы и направили... Это не мы, это принял совет. 19 мая, когда в день проходил съезд... Это декларация ваша, мы приняли. Хорошо, там говорится о том, что вы просите и требуете компетентные органы организовать открытие избирательных участков за рубежом, в таких странах, как Россия, Германия, Турция и, по-моему, Италия, и в ряде городов Молдовы. Да. Кто-то на это отреагировал? Или в народное собрание вы подавали как-то? Я подал и в народное собрание. Я подал и в исполнительный комитет. Какая-то реакция последовала? Я подал и в Центральную избирательную комиссию. Мы еще не получили ответ, но насколько я видел, устно мне сказали, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Кишинев, в Министерство иностранных дел с просьбой рассмотреть вопрос об открытии избирательных участков. В принципе, это можно открыть в посольствах. Но таких прецедентов еще не было. Прецедентов не было у нас. Смотрите, страна автономии, Испания, да? Автономию проводят, когда выборы, у них везде открываются в их посольствах. Это нормальное явление. Просто кажется для власть придержащих в центре, что как это так, Гагаузия будет. Но мы же автономия, политическая автономия, хотите вы или нет, с этим надо считаться. Нравится им или нет, но с этим надо считаться. И вот я еще программу не обнародовал, она у меня не будет такая здоровая, большая, но у меня один из моментов, мы сейчас готовим его, один из моментов есть, что полная реализация прав и полномочий Гагаузии, зафиксированных в законе об особом правовом статусе Гагаузии и уложении Гагаузии,
потому что наша Конституция состоит из двух частей. Из общей части закона об особом правовом статусе и особенная часть нашей Конституции, где более конкретизируются наши полномочия, это уложение Гагаузии. Так вот, мы не должны просить, давайте мы разделим полномочия, как некоторые наши депутаты говорят. Вот надо разграничить полномочия. Да не надо. Вот написано в законе об особом правовом статусе, что Народное собрание Гагаузии имеет право принимать законы об образовании. К примеру, да? Мы принимаем закон об образовании, какой мы считаем нужным. Стандарт образования. Не нравится центральным властям, идите, садитесь за стол переговоров, потому что мы имеем право выдавать эти дипломы. Закон принят, мир признал этот закон. Так? Следовательно, то, что в этом законе заложено, это наше полномочие. Мы принимаем закон такой. Допустим, на нашей территории не будет изучаться, к примеру, история Румынии, не будет, к примеру, ЕГЭ, а будут сдавать так экзамен. И это так и будет, так и должно быть. Не нравится, идите, давайте садитесь за стол переговоров. Мы не закрыты, мы открываем и дальше идем. К примеру, изменяет центральная власть, вот вчера я слышал, Георгий Дмитриевич говорил, что у нас УВД и так далее, закон поменяли. Подожди, а кто? Кишинев поменял? А закон-то об особом правовом статусе никто не... Вы принимаете, что хотите, нарушение закона и Конституции, потому что у них написано, что их законы должны быть приведены в соответствии с законом об особом правовом статусе. Так вот, мы принимаем закон об УВД Гагаузии, реализуем его на месте. Нравится это вам или это наше полномочия? Мы же не выходим, мы не сепаратисты, мы реализуем закон. Только так надо делать. Написано в законе, что на нашей территории Гагаузии действует 3 официальных языка. 3. То есть все служащие, все абсолютно должны владеть, пусть сначала плохо и так далее, но потом будут 3 языками. Гагаузским, молдавским, русским. Все. Так должно быть, так и будет. Потихоньку, по-другому не может быть. Вот надо реализовывать свои полномочия. Ну, естественно, надо реализовывать, продолжать реализацию тех социальных проектов и других, которые, в принципе, эта власть, которая сейчас действует, мы же не должны все ломать до основания и начинать по новой. Мы должны продолжать реализовать, должно быть преемственным, должны продолжать реализовать. Вот, в принципе. Иван Георгиевич, если говорить о полномочиях, вы сказали, что смотрели программу с Георгием Дмитриевичем Табунщиком, первым башканом Гагаузии. Но он неоднократно заявлял и вчера в моей программе подтвердил, что свою позицию относительно закона об особом правовом статусе Гагаузии. Он считает, что этот закон достаточен для того, чтобы реализовать все компетенции Гагаузии. То есть он считает, что больше ничего не нужно. Нам больше ничего не нужно в том плане, то, что там есть. Там на самом деле все есть. Учитывая, что еще принцип то, что не запрещено, разрешено право, да, то мы отдаем центру только армию, банки и так далее, отдаем. Остальное наше. То, что мы не можем, мы отдаем. Границу, пожалуйста, охраняйте. Нам это не нужно. Единственное, нам нужно в этом законе сделать его специальным органическим или конституционным. И как в других политических автономиях, к примеру, Аландские острова и другие, написано, что если центральные власти могут поменять что-нибудь в этом законе, только с согласия автономии. В данном случае согласие Народного собрания Гагаузии поменять, изменить что-то. Вот это, только вот это. А остальное, я согласен, я об этом всегда говорил, я был одним из разработчиков этого закона, что этот закон на самом деле очень много. Просто у нас даже мы не готовы сами, я сталкиваюсь, наши депутаты не готовы. Наши депутаты, как политические органы, как законодатели, не готовы принимать законы, которые мы должны, согласно нашим полномочиям. А что Кишинев скажет? Да подожди вы, это наше полномочия, нравится это Кишиневу или нет. Вот смотрите, 14 июня истекает полномочия местных органов власти Гагаузии, так? Согласно закону об особом правовом статусе и уложении, выборы местные органы власти Гагаузии назначаются Народным собранием, проводятся, так? На территории Гагаузии. Потому что если у центра нет, у народного парламента нет полномочий назначать выборы местных органов власти на территории Гагаузии. Это только наше. Если Гагаузия не назначает выборы, а назначает Кишинев выборы, то все Кюйбаши, Касабабаши, советники, все нелегитимные получатся. Кто мешает нашим депутатам назначить выборы? И они могли бы их назначить и провести вместе с выборами башкана вместе, сэкономили бы деньги. Мы, кстати, приняли это обращение
На совете Гагаузской Алкы приняли обращение в Народное собрание Гагаузии депутатам, чтобы они не тушевались, а реализовывали свои полномочия Гагаузии. Кишинев может еще 2 года не принимать решение о проведении местных выборов. Это их проблема. У нас на территории Гагаузии это компетенция Народного собрания Гагаузии. Она работает. Пусть принимает решение, назначает дату выборов местные органы власти. У нас есть постоянно действующий ЦИК, который будет проводить это. Это заложено, кстати, это регламентировано и избирательным кодексом Гагаузии. Но я же говорю, наши не все готовы. Ну, психология, ну, я не хочу сказать рабская, потому что это грубо будет, да. Но психология такая, что боятся брать на себя ответственность. Но если вы боитесь брать на себя ответственность, не надо идти в депутаты. А если вы пошли, так будьте добры, защищайте свои интересы Гагаузии. Иван Георгиевич, мы с вами уже вскользь затронули тему бойкота определенными политическими силами выборов Башкана. Ну, разумеется, я думаю, что всем понятно, что ради этого и переносились выборы с 19 мая на 30 июня, то есть в период отпусков, с надеждой на то, что люди разъедутся, кто в отпуск, кто на отдых, студенты уедут за границу, как обычно. И вот я хотел вас спросить, как вам кажется, люди все-таки понимают, где черные и где белые? То есть люди выйдут на избирательные участки, будет явка на выборах или все-таки я думаю, что это какое-то влияние окажет, вот бойкот? Я думаю, что явка на выборах будет. Ну, часть, естественно, не будут выходить. Ну, сколько их там? 5 тысяч, 4 тысячи их сторонников? Я думаю, что те, кто собираются на тех, кого привозят Девлет на свои съезды, они не могут не выйти, поскольку они будут бояться, что выгонят с работы. Ну, вчера утром я до обеда был у себя на огороде, ну, работали там представители служб, которые входят туда. Ну, понимаете, Иван Юрьевич, ну, выгонят с работы, что... Ну, я говорит, не пойду на выборы, если это самое заставляет не пойти. Но у меня жена, дети, все остальные пойдут. Мама, папа пойдут и будут голосовать то, что нужно. То есть призыв Девлета о бойкотировании выборов, вы думаете, что я распространится думаю, на 1000 человек максимум? Ну, вот. Пусть 2000. Ну и все. И все, да? И никакого влияния это не это окажет. сказки. Просто представители Девлета должны раскрывать скобки, что они хотят дальше. Вы посмотрите, когда я уже затронул, что они боятся баллотироваться, вот, допустим, тот же Николай Харламович из его же выступления, когда он призывал, что меня не надо, он меня не просит, чтобы остальные все сняли выборы, свои кандидатуры, и тогда он боится баллотироваться, боится, что проиграет в этой борьбе. Почему он обвиняет действующую власть? Вот чем поешь, баллотируется, так? Что, я не знаю, как, не слушал еще, как он выступает, да, но он баллотировался, а что Дудов тоже не баллотировался? Хотя он раньше критиковал действующую власть и так далее. Почему он не баллотируется? Боится. А боится почему? Боится проиграть, потому что понимает, что может быть не все сделано нынешней действующей властью, но что-то сделано. Я же хожу по населенным пунктам, вижу отношение людей к тому, что делается, что делалось и так далее. Поэтому он этого бы, вот очень много денег неправильно тратит. Если бы неправильно тратили, возбудили давно, давайте так, давно бы возбудили уголовное дело. Это раз. Во-вторых, если бы неправильно тратили, давно бы пришли сюда те же, кто дает деньги и так далее. Этого ни одного возбужденного уголовного дела нет, и они вот возбудили. В отличие от Формузала, у которого было возбуждено куча уголовных дел, в одной комнате вот такой эшелоны пшеницы были, пропали только документы, человек сидел, и он еще говорит о каком-то захваченном ЦИК. Я возмутился, когда Михаил Макарович говорил о том, что ЦИК захвачен. Да подождите, председатель ЦИК, да, представителем исполнительной власти является председатель ЦИК, но представителями Народного собрания являются заместитель председателя и секретарь. Как можно говорить о захваченном ЦИКе? И почему врать? Надо же надо отвечать за свои слова-то. В базар, как говорят, надо отвечать, потому что привыкли лгать. И что, здесь тоже пройдет лагерь, что ли? Зачем? Иван Георгиевич, я хочу для себя понять конечную цель гагаузских демократов. Ну вот, допустим, выборы сорваны, да, нет явки. Что дальше? Что предусматривает закон? Я вам скажу, что в кулуарах их не так говорят, так? Они говорят, что мы эту
власть выгоним, мы в наглую назначим временно исполняющие обязанности. Я хочу предостеречь, ребята, сейчас не 2002 год, когда Крайтора так смещали, незаконно назначали, тогда Молу назначили незаконно исполняющим обязанности председателя исполкома. Валерий Федорович Неоглов струсил тогда, надо честно признаться, струсил вместо того, чтобы исполнять обязанности Башкана, получал зарплату, ушел, и Молла вместо него подписывал эти награждения даже и так далее. Хотя нонсенс, не имел, по закону нельзя было этого делать. Нельзя, нарушая закон, говорить о том, что мы будем строить правовое государство. Как это так? Ты меня счастливым силой сделаешь, что ли? Надо соблюдай закон. То, что в законе написано, нужно то делать. Вот назначьте нашего, вот вчера я слушал тоже, вот Николая Харламовича должны назначить, он умеет распределять деньги, эти не умеют. Да что за чушь мы? Будет распределять деньги и распоряжаться деньгами тот, кого изберет народ. Я не хочу, я единственное буду вот в своих выступлениях всегда говорю, что я призываю, чтобы люди сами определились, за кого голосовать. За меня, за Ирину Влах, за Чимпаеша, за этого Манола, кто там еще будет, да? Пусть люди сами определяются. Единственное, надо выйти на выборы, выйти и проголосовать, потому что вместо нас никто не сделает этого. Мы не выйдем сегодня, завтра не выйдем. Во-первых, кроме того, что мы эти, сколько там, 2 или 3 или 5 миллионов потратим, это будут семечки по сравнению с тем, что вопрос будет стоять вообще о том, будет ли существовать автономия. Вот в чем вопрос. Потому что как кость в горле автономии унионистским силам. А то, что унионистские силы не дремлют, это, я вам скажу, видно невооруженным глазом. Вот сейчас того же Басеску избрали в Европарламент, там еще эти силы действуют, и они будут действовать. А Гагаузия им мешает здесь. Если Приднестровье они выступают уже чуть ли не в открытую, мы отдаем за Днестром, только мы идем, то тут Гагаузия у них как кость в горле. Поэтому потому что есть уже международно признанная автономия. Поэтому легче всего дать возможность, не будут избираться органы власти, потому что гагаузы же сами не хотят, не выходят. Все спокойно отменят и все. Да? Иван Георгиевич, насчет Дмитрия Манол. Вы сейчас упомянули о нем. Он является одним из ближайших соратников Николая Додогла, член Демократической партии. Сегодня Девлет объявляет о том, что они бойкотируют выборы. Завтра Дмитрий Манол идет, берет подписные листы, собирает подписи, подает документы на регистрацию. Как это понимать? Они в одной команде, одни бойкотируют, другие баллотируются. А я сейчас скажу вам. Я вчера, кстати, вечером написал даже в Фейсбуке, в социальных сетях, Манол, фактически Дмитрий Манол призывал к бойкоту. Несмотря на то, что он бойкот зарегистрировал. Что он сам не выйдет на выборы, за себя не проголосует? Нет, он выйдет. 0 голосов будет? Он призывает. Я вам скажу, что они подали и зарегистрироваться Манол в надежде на то, чтобы у него была возможность апеллировать в судебные инстанции за нарушения мнимые или высосанные из пальца нарушения и так далее, чтобы потом можно было при определенных условиях отменить судебными инстанциями результаты выборов. Помните выборы в первом округе, которые прошли депутаты Народного собрания Гагаузии? Да. Вот тогда же получилось, что не люди избрали депутата, а фактически суд назначил. Они надеются, что и здесь будет так. Я сомневаюсь, что люди допустят этого. Но мы же не быдло, в конце концов. Кого изберет народ, тот должен быть, а не тот, кого будет назначать судебная инстанция Молдовы. Это нонсенс. Нужно... Просто хотят сделать счастливыми людей Девлет, хочет сделать счастливыми людей насильно. Но насильно ничего не бывает. Возмущается, что вот люди зомбированы и так далее. Послушайте, если люди поймут, что что-то не так, люди очень умные, люди все видят. Люди видят и будут голосовать. Но если уж есть выбор состоялся людей, надо будет просто реально помогать тому, кого изберет народ. Изберет Манола, изберет Чимпеша, изберет Лах, изберет Бургуджи. Кого изберет народ,
Надо того поддерживать и работать во благо Гагаузии. Но если так будут оттягивать, сегодня не состоялось, завтра не состоялось, я думаю, лучше будет тогда одновременно провести выборы, если бойкот не выходить, одновременно провести и депутатов Народного собрания, и Башкана выборы, и местных органов власти одним. Иван Георгиевич, мы видим, что один из заявленных претендентов на пост Башкана отказался от дальнейшего участия на выборах, это Михаил Влах. Как вы думаете, это вот, о чем вы говорили, это уже запущена какая-то цепочка по срыву выборов, и могут ли последовать еще такие же примеры в дальнейшем? Ну, я вам скажу, что, в принципе, могут, но я вам скажу, что я сомневаюсь, что, он объявил и так далее, но еще подписные листы не сдал. Я просто думаю, что не смогли собрать подписи, с одной стороны. С другой стороны, у него нет заявления еще там. Я уточнял в ЦИКе, нет заявления, Влах Михаил Петрович не дал заявление о том, что снимает. Да, потому что, конечно, сегодня уже после 5 часов, если не будет, и заявления не будет, и подписных листов, уже все заканчивается. Но до этого, если объявляют, должны были написать хотя бы заявление, что я снимаю с выборов, но этого нет. Помните, Аладов, кандидат Аладов, сначала объявил, что он отказывается, а потом обвинил всех, что его третируют, лгут, неправильно информируют и так далее. Но я сам слышал от его, по его ролику, что он отказывается. А потом он обвиняет СМИ, что неправильно информировали и так далее. Это нонсенс. Может быть, и идет такая, может быть, они будут дольше, но во всяком случае есть серьезная опасность, попытка, что они попытаются так сделать. И я со своей стороны могу четко сказать, что зря на меня они не смогут давить. Я думаю, что Чимпаиш тоже не пойдет на это. Если пойдет, то я не пойму своего друга вообще. Иван Георгиевич, экс-башкан Гагаузии Михаил Формузал недавно в интервью телеканалу ГРТ сказал, что, я его цитирую, что ни один нормальный кандидат, серьезный политик, не пошел в Башкана. И он еще добавил, что на пост Башкана баллотируются те, кто должен показаться доктору Капанже. Как известно, это доктор-психиатр из Чадырлунги. Как вы относитесь к такому заявлению? Я думаю, что господин Формузал сам пациент доктора Капанже, потому что доктор Капанже не раз подчеркивал, что он его осматривал, прежде чем он его креатура Капанже, Формузал его креатура, он его продвигал и так далее. Это с этой стороны. Но я думаю, что обвинять всех голословно, что они больные, Формузала, конечно, с совестью проблемы, но не до такой же степени. Пусть обвиняет, но я слышал тоже Формузала, да, и когда он обвинял действующего Башкана, обвинял, что она виновата, что Севат Аладов баллотируется, там другие баллотируются, что она подобрала под себя, чтобы ей казалось. Это нонсенс. Если я вообще, когда слушал, что он, наверное, в Германии с арабами там общается, и у него крыша пошла, наверное. Не может же нормальный человек так серьезно думать об этом. Или же он отрабатывает бабки. Его же возбужден, никто же ни для кого не секрет, что у него было возбужденное дело. И он боялся сначала здесь появляться. Сейчас, видать, договорился, что и поэтому и отрабатывает и такие высказывания. Говорит о том, что он считает, что я больной. Я знаю, что он еще сказал, фамилию не назвал, что сказал, что мне Башкан дал, а я левой рукой подписал. Но я могу сказать, что он, может, сам левой рукой куда-то подписывал. Я лично никогда левой рукой ничего не подписывал. И все нормально собирались. С какой-то я подписал, он и трус, в принципе, получается. Потому что ты скажи в лицо, что Бургудзе подписал, что я мог тебя в суд подать. Но он не говорит, что один из кандидатов, ему Ирина Влах дала, списки он левой рукой подписал, сел и подписал. Какая чушь наглая. Кстати, про это, вот про то, что говорит, еще один маленький нюанс. Я слышал выступление по
наверное, транслировался по ГРТ и по телевидению, и по радио. Я, во всяком случае, по радио ехал. Так вот, Дудугла перечислял, Николай Харламович, перечислял, какие нарушения, да? Вот, сделано вот это, перепрописывались туда, шли туда, прописывали. Но подождите, это фактически они сами делали, потому что у кого в руках регистр, у кого печать в руках же прописки. У представителей Девлета. Мы помним, и сколько человек в Ферапонтовке было прописано. И они обвиняют, что это члены ЦИК это делали. Я думаю, ну что за чушь, неужели такой бред? Люди поверят в такой бред. Хотя, с другой стороны, думаешь, нельзя же, Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем быстрее в него поверят. Поэтому надо, наверное, объяснять. Я вот считаю, что вот тот бред, который сейчас они призывают к бойкоту, и вот объясняют и так далее, я думаю, что исполнительный комитет должен собрать всех примаров, пригласить общественников. Это на самом деле нужно. Власть должна реагировать на такой беспредел, на такую борзоту, на такой, ну, как мягко выразиться, чтобы... ну, нельзя, ну, как назвать, чтобы не обидеть никого? Это, как это так? Мы официально призываем к ликвидации, и главное, такую чушь, такую ложь говорят. Ни одного доказательства не приводят. И все говорят, ну зачем, это же ложь. Я скажу, ты иди доказывай базару, что ли? А люди слушают же. Вот поэтому надо. Я считаю, что надо, чтобы обратились. Или я, исполняющий обязанности председателя исполкома, допустим, сейчас к Владимиру Петровичу обращаюсь. Будьте добры, соберите исполнительный комитет расширенный, вместе с пригласив председателей советов и примаров, общественников, и объясните, что то, что они сейчас объясняют и говорят про бойкот, это практически официально призывает к ликвидации гагаузской автономии. Это как Павличенко зарегистрировались в Минюсте и призывали к ликвидации молдавского государства, фактически они то же самое призывают к ликвидации автономии. И притом в рот тех не врали ничего, а эти врут, что вот это сделано, что вот это захвачено. Вот, ну что за чушь, чем захвачено? Я всегда удивляюсь, как захвачено? Кем захвачено? Ну не может оно быть захваченным. Вот смотрите, Конституционный суд утверждает, членов Конституционного суда утверждает парламент Республики Молдова, да? И что, парламент Республики Молдова их освобождает? Нет. То же самое утверждает членов ЦИК. Народное собрание, но представляет, вот сколько по 3, не может отклонить ничего. И дальше они работают, прямо в статье написано, что они работают и руководствуют своей деятельностью Конституцией Республики Молдова, уложением Гагаузии, избирательным кодексом Гагаузии и так далее, своим регламентом и так далее. Но никак не постановлением Народного собрания, бредом то, что они пишут. Они независимые органы, никому не подчиняются только закону. Нечего лезть туда и управлять ими никому. Ни Дудогла, ни Бургуджи, ни Чемпаеша, ни Влах, никто, ни Манолу, там кто еще там есть. Никому нельзя, не положено лезть туда. Есть закон, который они должны выполнять. И все. А если каждый будет тянуть, что это будут мои люди, что это будут выборы, что ли? Иван Георгиевич, в избирательном кодексе Гагаузии, автором которого вы являетесь, по явке избирателей закреплена цифра 30%. В то же время в уложении Гагаузии 50% требуется, чтобы выборы состоялись. Вас часто обвиняют, что вы допустили эту ошибку при составлении, при голосовании. Кто допустил ошибку? Ведь законы пишут депутаты. Голосуют депутаты за закон. В чем дело? Кто виноват? Ну, первым допустил, притом я допустил первым. Потому что я писал его, я с компьютера взял, поставил туда. Но дальше уже работа в комиссии. Были публичные слушания. Те же представители Девлета участвовали, там, Жекова участвовала, представители Жекова, тогда еще не было депутатка. Они приходили, ее сын, или кто там писал, статьи писали, информацию по телевидению, как Гузмедиа давала, да? Кто там еще? Приходили все, молчали, ничего не сказали. Это говорит, дальше общественники приходили, были слушания. Еще раз комиссия. Народное собрание рассматривало постатейно. Никто не заметил ничего? Никто не заметил. Дальше. Пошло после Народного собрания 10 дней или 15. Юридический отдел юридического управления Народного собрания постатейно проверяло все, штудировало. Подписала председатель Народного собрания, завизировала, все нормально.
председатель Народного собрания подписал, отдал. Дальше. В исполкоме общий принцип посмотрели. Башкан тоже подписала закон, потому что пришло проверить. Но не столь, понимаете, если бы не было в уложении зафиксировано, что 50+1, можно было и еще статья не было, что в случае разногласий между нормами уложения и другими нормативными актами, принятыми Народным собранием Гагаузии, да? Преимущество имеет. Приоритет отдается нормам, ну, действует нормы. Тогда можно было бы спорить, что кто-то это пытался преднамеренно сделать. Но все это сказки. Вот эту чисто техническую ошибку возвели в куб, квадрат, что угодно называйте, да, и пытаются этим шантажировать, что-то делать, что вот умышленно сделать. Да никакого умысла не было никогда. Не было, потому что четко написано, и будет применяться нормы, и всегда применялись нормы уложения в этом плане. И почему сейчас не должны применяться? Сказка все это. Просто этим воспользовались недобросовестно. Может быть, в принципе, кто-то там тогда еще заметил это, но не сказал, предвидя, что, может быть, так, может быть, я не могу. Но я никогда не отрицал, что да, вот это получилось так случайно. Ну, я понадеялся, что потом сделаю, потом вылетела из головы так, общие проблемы, закрутился, забыл про это. Потом думал, что управление, юридическое управление сделает, забыл проконтролировать. В принципе, я им говорю, забыл проконтролировать, потому что вот эта повседневная суета, туда-сюда, туда-сюда, ну ладно, бог с ним. И я говорил же, когда это вопрос вставал, до того, как подали в Народное собрание, да, я говорил, что это яйцо выедено не стоит, потому что есть нормы уложения, они будут действовать. Если использовать его, просто шум зря поднимать. Зачем? Мы себя показываем. Надо было внести изменения. Ну хорошо, мы не заметили тогда. Подождите, уже 2,5 срока действует это Народное собрание. 3 года почти уже. Почему же они тогда не посмотрели и не внесли изменения? Почему? Это вообще абсурд. Не надо обвинять никого. Есть факт, никто его не отрицает. Но технически его надо просто привести в норму. Может быть, в будущем и изменится вот эта ситуация, но для этого нужно изменить уложение Гагаузии. Но я противник того, чтобы, как предлагали некоторые наши депутаты, предлагали вообще убрать порог. Уложение как меняется? 2/3 или... Уложение меняется 2/3, но там процедура такая. Сначала проект закона готовится, он считается, вносится, через полгода ждется, через полгода начинается обсуждение его, потом принимается первое чтение, второе чтение, третье чтение 2/3. Принимается все это. Общее, во всяком случае, в целом принимается 2/3. И только после этого он вступает в силу. Конечно, можно изменения вносить и посредством проведения референдума всеобщего гагаузского, но тоже надо ждать полгода. Истечение срока. Да, полгода. Полгода это общее, и Молдавская конституция это то же самое и так далее. Я вот удивился вот в связи с этим. Вот маленькую ремарку. 3 или 4 депутата Народного собрания Гагаузии обратились в апелляционный суд, чтобы они дали толкование нормам закона. Если вы помните, когда принимался закон об особом правовом статусе Гагаузии... Я не помню. Ну, изучали, может быть. У нас была 4-звенная судебная система Республики Молдова. Трибунал был Гагаузии. Да, районные суды, трибуналы, апелляционная палата и высшая судебная. 4-звенная система. Трибунал, даже Венецианская комиссия это отмечает. На трибунал Гагаузии были возложены специфические функции. Он был как арбитр между ветвями власти Гагаузии дополнительно. И мог давать толкование нормам законов, уложений Гагаузии и так далее. Но когда ликвидировали ветвь трибуналов, то автоматически апелляционная палата не стала правопреемником трибунала. Она читайте закон, она не стала правопреемником.
А наши депутаты там сейчас... Трибунал — это Конституционный суд, по факту, Да. получается, да? Да. Ну, а а Апелляционная сейчас палата и Конституционный суд — это разные две вещи. большие Трибунал был, у нас в Гагаузии исполнял функции Конституционного суда в этом плане. Но полномочия нету. Не дали, когда реорганизация была, полномочия трибунала не были, правопреемником не сделали апелляционную палату. Камрад не сделали. И кроме того, трибунал был трибунал Гагаузии, а апелляционная палата Камрад. Это две большие разницы. Вот трибунал всей Гагаузии был, а апелляционная палата является, даже называется апелляционная палата Камрад. Это разница есть. И функциональные обязанности совершенно другие. А наши депутаты почему-то обращаются, что чтобы апелляционная палата взяла на себя функции Конституционного суда. И вот это дело, ну, это сдача полномочий получается. Абсурд. Если не знаете, зачем же тогда делать этого? Ну, спросите, что нужно. Или они как зашоренные, что-то вот вбили себе в голову, вот так закрываются и не смотрят сюда. Так подождите, мы свои полномочия теряем из-за этого. Есть у нас принятый в 2 чтениях, осталась только одна статья в 3 чтении принят. Трибунал уложения Гагаузии. Его, почему не принять эту статью? Не принять и не запустить ее? Боятся. Боятся, потому что если этот трибунал уложения мы запустим, тогда я убежден, что не будут вот этих споров не сможет быть, потому что эта функция четко у Конституционного суда Гагаузии получается. И все законы толкуют, и все. Если спор между ветвями власти получается, его вердикт является окончательным и не подлежит обжалованию. Это нормальное явление. Иван Георгиевич, последний вопрос, очень коротко. Вы активный пользователь социальных сетей. Я думаю, что знаете, что такое фейки, что такое фейковые новости. Ну, конечно. Ну вот я очень часто, мне приходится читать про вас разного рода, я думаю, что не подтвержденная информация. Вас обвиняют в том, что вам покупали машины, вам покупали квартиры, вы торговали оружием. Кто это делает? Кто ваши недоброжелатели? Ну, не знаю про недоброжелателей, но... Наверное, такая любовь у него. Ну, одним из них является Нейковчин Василий Савович, да? Он пишется под разными никами. То Сергей Саргиров, то другие у него. Ники, я помню, когда еще Николай Харламович баллотировался в примары как-то, да, я приехал. Я его ники помню с тех времен, да? И он там пишет разную чушь. Ну, послушайте, если я опущусь до этого уровня, начну каким-то идиотам доказывать, что я не такой, что это вранье, так я стану таким же. Зачем мне мараться в этом говне? Не хотят плавать в говне, пусть в фекалиях, пусть плавает. И говорят, если бы я торговал оружием, то я уверяю вас, я бы сидел за это в тюрьме, и мне черта бы с 2 выпустили. Когда меня закрывали, да, тоже такие были, не нравилось. Они искали, чтобы я хотя одним патроном торговал. Да я выдавал, я был министром, я выдавал, имел право выдавать. Я по накладной выдавал автоматы, пистолеты, патроны. Распишитесь, получили. Все. Мало того, я даже отстреливал, книги ставили, отстреливал, собирал конверты, гильзы и пули, кому выдавал. И все это было. И я имел право выдавать. И я выдавал. Нравится это кому-то или нет, но это была Гагаузская республика со своей конституцией, своими законами. И соответственно с этими законами я как министр имел право выдавать. Вот я и выдавал. Но я никогда не торговал. Это их бесит. А, понимаете, легче всего кинуть. Вот обычно говорят, что вот рассказывали, что вы избирали раввина, да? Абрам хотел быть раввином Моше. Ну и один говорит, ой-ой-ой-ой, у Абрама, он говорит, у Абрама дочь проститутка, что? Ой-ой, нет, Мошу избрали. У меня нету дочери. Так иди сейчас базару доказывай, что нет. Вот то же самое здесь. Скажут, вот грязь выльют, ты иди пытайся доказывать. Да я никогда в жизни не буду пытаться доказывать это. Если я начну
буду останавливаться, как Черчилль, по-моему, говорил, если ты будешь останавливаться, будешь кидать камнем в каждую лающую собаку, ты никогда до конца своего пути не дойдешь. Зачем мне? Если у них мозгов не хватает на большее, думают только седалищным нервом, пожалуйста, флаг им в руки, пусть делают это. Поэтому я просто говорю, что как они определили, что вот гагаузско-болгарской партии будут делать, будут черепа измерять, носы будут измерять, да, что то же самое и здесь, понимаете. Он будет представлять Гагауз. Кто ему доверит представлять гагаузско-болгарскую партию? А остальные, что, в Гагаузе не марсиане, что ли? Вот, поэтому, Георгий, я считаю, что еще много будет таких. Я сейчас смотрю, в интернете начали появляться. Я еще написал, что почему с 53-го года не начали писать про меня, там, то, что я делал. Я кричал, писался, может быть, маленьким на руках мамы. Почему все это не пишут, а только начали с 12-го года, там, 13-го, то, что я говорил про Плохотнюка, то, что... Да я говорил, если я говорил, я не отказываюсь, что говорил. Я сейчас считаю, что он великий менеджер, нормальный менеджер. Вы так считаете? И считаю, потому что я от конъюнктуры не меняю своих взглядов. Если я считаю, что так и говорю, нравится это кому или нет. Если изменяется у меня мнение, обоснованно может измениться, так я об этом говорю, что я думал так, но сейчас так. Почему я, когда вот в прошлой передаче я лоханулся, я сказал, что я лоханулся, потому что не посмотрел. Я честно признался, что я не придал значения, не проверил. И я не обвиняю того человека, у кого я лоханулся, потому что это я виноват. Причем тут тот? Я же виноват. Поэтому я в этом случае я человек не гордый. Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. А если ты ошибаешься, имей мужество признаться, что ты ошибся. Исправься, иди дальше. Тогда мне отец, во всяком случае, этому учил. Что не надо, если ошибся, закрывать все. Ошибся, оценил, и все, извинись перед людьми, поговори, иди дальше. Вот я то же самое, если я ошибся, конь о 4 ногах и то спотыкается, говорят, да? У нас мама и бабушка всегда так говорит. Так если я ошибся, я извинился, то же самое, зачем? Я буду сейчас опускаться, что он мне сказал, вот я торговал, я буду... Ты говори сколько хочешь, если бы я торговал, был миллиардером, и Нековчин работал бы на меня. Спасибо, Иван Георгиевич, наше время вышло. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Как будут развиваться события, будем наблюдать. Может быть, еще раз встретимся с вами. Будем наблюдать. Я думаю, скоро, я смотрю, выступают. Наверное, мне тоже надо будет... Кстати, я так и не ответил. Вы задали, скажу, что я ушел от ответа. Задали вопросы, откуда финансы и так далее. Да. Я ушел. Сколько нужно потратить кандидату в Башкану? Ой. Примерная сумма. Да подождите, я думал, счет открывается, избирательный фонд, думал, счет бесплатно открывать. Там надо 140 лей платить. И там смотрю, 2000, там 3000, а пошел к телевидению и на радио, 8000, говорю, да вы что, с ума сошли столько? Да ну, я, конечно, не такой богатый человек, у меня нет таких богатых спонсоров, сколько, вот, друзья, помогут, столько будет, но я буду выступать, но не так, как баннеры такие дорогостоящие, как мой друг, я не буду ставить, потому что, мой фейс и так знаете, ну зачем? Я выступлю по радио, по телевидению, хватит это. Я думаю, на это я наскребу. А потом уже, как люди сделают, так и будет. Главное, чтобы люди вышли, четко проголосовали и определились будущее. Нравится это кому или нет, но у нас все-таки есть поступательное будущее, и оно будет. Хорошее должно быть, плохое я не хочу, чтобы было. Потому что вот мы в своем заявлении Народного движения Гагаузского ЛКД мы четко обозначили, что призывы к бойкоту это являются призывы к ликвидации автономии. Я хочу, пользуясь этим, обратиться к слушателям, кто смотрит ваш канал. Может быть, она будет где-то там еще. Я, кстати, постараюсь тоже
к своим подписчикам. Этим В интернете самым, поделитесь. поделиться в интернете. Я хочу обратиться с тем, чтобы люди осознали и поняли, что это очень серьезный момент. Выборы при любом раскладе будут, конечно, но если мы сейчас не выйдем, это, во-первых, мы показываем то, что мы люди неорганизованные, мы люди подверженные влиянию извне, потому что призыв бойкотировать выборы и выливание ушатов грязи бездоказательные. И если ты веришь в это, то тогда ни к чему хорошему это не приведет. Ну, выйти надо и провести выборы. Кого изберут, это люди, вот кто определится, кто за кого хочет голосовать. Потому что если мы сегодня не выйдем, 30-го не выйдем, то через 2 недели выборы опять. Через 2 недели не выйдем, мы потратим столько же, сколько сейчас потратили бюджеты Гагаузии, но проведем выборы новые. Новое движение, новые выборы. И опять мы деньги потратим, вместо того, чтобы эти деньги направить на социальные нужды или в другое место. А к депутатам Народного собрания обращаюсь, кстати, обращаюсь и к жителям Гагаузии, чтобы воздействовали на своих избранников, чтобы назначили все-таки выборы в местные органы власти. Может быть, успеем, чтобы ко 2-му туру, если будет 2-й тур. Если нет, чтобы мы провели в августе, хотя бы через 2 месяца провели. И не мы кричим все время. Наши полномочия, то Башкан сдает действующий, то кто-то другой. Мы сами наши полномочия не реализуем. Если есть у нас это, реализуйте это, потому что если мы не будем реализовывать, почему я сейчас написал, я разместил наш, и сразу представители Кишинева там, а что гагаузы будут? Да читайте закон. Мы же не Тараклийский район, и не Чемишлийский район, которые должны ждать постановления парламента. Мы политические автономии, которые самостоятельно свои политические вопросы решают, и это зафиксировано и в Конституции 111 статье. А назначение выборов в местные органы власти – это политический вопрос. Кто сейчас, Георгий, виноват, если мы сами не реализуем свои? Башкан виноват? Нет. Народное собрание виновато? В целом, да. Потому что боятся реализовываться или ждут указания, чтобы местные... Я все-таки думаю, что проведение местных выборов отдельно от Республики Молдова не совсем возможно. Почему невозможно? Потому что там разные законы применяются, разный окружной совет, Центральный избирательный комитет. У нас есть все это. Там есть вопросы, я вашу позицию во всяком случае услышал. Послушайте, нравится это мне, нравится это вам, Георгий, нравится это кому-то другому, и депутату, или не нравится. Но в законе заложено, что это мы назначаем. Так? Мы механизм сделали, наш созыв сделал механизм. Выборы в местные органы власти. Кстати, были законы и раньше приняты, выборы в местные органы власти. У нас есть закон о местных органах власти. Поэтому нужно все-таки сделать так, чтобы выборы... Кишинев назначили нет, но мы должны это показать, что мы есть автономия. Если мы будем ждать, дай дядя, разрешить дядя, ну что за политика? Я понял вас, Иван Георгиевич. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. А зрителям программы хочу сказать спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками на моем канале в YouTube. Всего доброго. До свидания. До свидания, всего доброго.